Реально жестко горжусь тобой. Как Янг Систер, я не знаю. Не знаю, сколько людей тебе это говорило, но надеюсь, очень-очень много. То есть, потому что, я не знаю, ты такой целеустремленный, такой мотивирующий, саморазвивающийся, ответственный и так далее и тому подобное. Я не знаю, какое правильное слово подобрать. Он реально добился прям для своих лет жестко. Эльбях. Многого, короче. Реально очень крутой. Просто реально восхищаюсь тобой. Это очень круто. Это очень классно. Вообще хорош. Очень красиво светит солнышко. Всем привет, с вами Скарфа и добро пожаловать на разговорное видео. Мне исполнилось 18 лет сегодня, блин. И честно, я не представлял себе, что справлю 18-летие, ну, примерно в таких вот условиях. Да, в моих планах встретить 18 лет было в кругу друзей, семьи и как-то более-менее роскошно, что ли. Когда вот вы сидите, слушаете музыку с друзьями, кайфуете, но с условиями того, что я сейчас проживаю в Москве, а основная часть моих близких друзей находится в Якутске, как-то все не сложилось, не состыковалось и как-то печальненько. Пять, четыре, три, два, один. Котенок в Якутске уже 10 февраля. Поэтому я поздравляю тебя с твоим днем рождения. 18 лет — это просто ужас, даже не верится вообще никак. Я желаю тебе искреннего и настоящего счастья. Ну, первое, что, наверное, я бы хотел рассказать, это как вообще мне живется в Москве. В Москву я переехал, наверное, уже почти полгода назад, даже больше. Первое время было очень трудно в том плане, что на тебя давит большой город, ты как бы здесь почти один, и тебе сложно влиться в социум. Но со временем мы стали больше с Аргой гулять и как бы влились вот в эту движуху Москвы, когда с каждым разом мы просто выбирались из дома, путешествовали по Москве. Это было прям очень классно, это было очень здорово. Когда я поступил в колледж, у меня была идея открыть медиацентр. Медиацентр — это, получается, такое комьюнити, которое освещает события и мероприятия внутри колледжа. Я, значит, пишу своему куратору, мол, здравствуйте, а кто-нибудь занимается медиацентром? Он такой, ну, вроде бы нет. Типа, вот напиши соцпедагогу. Я пошел к соцпедагогу, спросил, типа, у вас кто-нибудь занимается медиацентром? Она такая, нет. Я такой, а можно я буду заниматься? Она такая, давай, конечно, с радостью. Типа, этим пока никто не занимается, и было бы очень здорово, если бы ты бы мне помог. Я такой, кайф. И с тех пор началась вот та самая эра медиацентра. Мы сейчас развиваемся, продвигаемся, и в целом нам очень классно, потому что я собрал такую команду. Хорошо, хорошо. Я собрал такую команду, которая очень дружелюбная, которая очень коммуникабельна. И в целом они работают прям, ну вот так. Вот прям молодцы. Мы сделали 3 рубрики, из которых сейчас работает пока только одна, но у нас в планах очень прям грандиозные планы. Мы хотим, во-первых, это получается создать такой проект «Медиацентр в Коннекте», который будет помогать бездомным собакам, кошкам, животным
Потом на 9 мая мы хотим организоваться и пойти помогать пенсионерам, военнослужащим. И также медиацентр в Коннекте будет играть такую особо важную роль в том, что как лозунг медиацентр в Коннекте с кем-либо. То есть мы будем сотрудничать с кем-либо, помогать кому-либо. И, в общем, из этого выйдет что-то очень классное. А второе, что грандиозное предстоит у медиацентра, это прямой эфир выпускного. Ранее в колледже, в нашем центре, никто еще прямых эфиров не проводил. Но тут ко мне в голову пришла грандиозная идея. А что, если просто взять и во все социальные сети начать вести прямую трансляцию, прям как такую реально подготовленную прямую трансляцию, когда запись идет с 3 камер, плюс еще 1 камера у корреспондента, журналисты, там, фотографы. То есть это прям достаточно большой, грандиозный план, который предстоит уже, который мы осуществим уже буквально этим летом. Делаем обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Подбит! Бля! Желание исполнения и миллион ночей дней. А что-то нахуй свечи зажигаются. О, нахуй. Подожди. Нихуя! Привет! О, блядь, это что нахуй? Чтоб хуй стоял и деньги были. Давай задуем. Загадывай-то. Пока у меня руки не отвалились нахуй. Ой, мама. Ура! Позитив. Мне кажется, надо домой заходить. Да, Что-то вам есть холодно. момент. Давай. Я из-за тебя вообще дома сломала. Ну, что бы ты говорила на камеру? Если бы я тоже влоги сняла. Да. Ну, ты снимала уже один влог. До этого ничего не говорила почти. Нет, ну, влог это то, что в жизни происходит. Типа, один день из моей жизни. Вот, а я себя веду так, как будто я реальный блогер, просто надеваю на себя маску и такой: ребята, у меня все заебись, у меня все классно, Но я плачу по ночам. но я плачу по ночам. Ну, мы все люди, мы все плачем по ночам. Кто не плачет? Вообще пиздец. И вот это вот как раз-таки минус в том, что больше искренности нужно во влогах. Типа Да. больше естественности. Не прям играть на камеру, а быть самим собой.